Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии, которое вы можете слушать круглосуточно, если настроите свои приемники на частоту 105,9 FM. С вами сегодня Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете звонить в нашу студию по номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер бесплатный для жителей Крыма. Присоединиться к нашему эфиру могут жители других украинских регионов, если наберут номер телефона 044 490 31 18. Ну и помните, что можете писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программы и заходить на наш сайт Крым Реалии, читать материалы, смотреть прямые видеотрансляции эфиров, под которыми вы также можете оставлять свои комментарии и вопросы. Тема дня. Сегодня говорим о приговоре по делу 26 февраля. Напомню, что 26 февраля 2014 года перед зданием Крымского парламента в Симферополе состоялся митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. В числе первых были крымско-татарские проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, которых организовал лидер русского единства Сергей Аксенов, который сейчас возглавляет российское правительство Крыма. А в январе 2015 года Крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля, и среди задержанных оказались только сторонники территориальной целостности Украины, зампредседателя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз, также активисты Али Асанов, Мустафа Дигирменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Нибиев. И позже суд, как известно, разделили на дело 26 февраля так называемого на два отдельных эпизода, отделили в отдельный процесс Ахтема Чийгоза, который на тот момент выполнял роль главы лидера Меджлиса в Крыму, ну и всех остальных рассматривали отдельным кейсом. И вот, наконец, после 3 лет рассмотрения этих процессов, больше было сотни судебных заседаний, вынесли приговор. Почему за акции протеста у стен Крымского парламента осудили только участников митинга за целостность Украины? Рассматривается ли возможность обмена преследуемых в этом процессе? И почему для подконтрольных России властей Крыма важен этот процесс? Вот об этом будем говорить сегодня. И стоит напомнить то, что нам известно о фигурантах дела 26 февраля. Али Асанов, это житель поселка Урожайного Советского района Крыма, отец 4 детей, фермер. Асанова взяли под стражу в апреле 2015 года. Он 2 года находился в СИЗО. В апреле прошлого года Асанова перевели под домашний арест. Мустафа Дигирменджи, житель села Грушевка, работал торговым представителем. Его арестовали в мае 2015-го. Перевели под домашний арест одновременно с Али Асановым в апреле 2017 года. 19 июня подконтрольной России Центральный райсуд Симферополя приговорил Али Асанова и Мустафу Дигирменджи к 4 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком в 3 года. Эскендер Эмирвалиев, также житель Грушевки и знаком с Мустафой Дигирменджи, он отец 2 детей, работал на заправке, его задержали в феврале 2015-го, так же, как и предпринимателя Эскендера Кантемирова. Еще одного фигуранта дела 26 февраля, предпринимателя Арсена Юнусова, задержали в марте 2015 года. Позднее их всех отпустили под поручительство бывших представителей Меджлиса, ныне сотрудничающих с местными властями. Теперь Симферопольский суд приговорил Юнусова и Кантемирова к 4 годам условно, а Эмирвалиева к 3 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года каждому. Еще 2 фигурантов дела 26 февраля, Талята Юнусова и Эскендера Нибиева, приговорили к условным срокам еще в 2015 году, как известно. Они пошли на сделку со следствием и признали вину с условием, что их показания не будут служить доказательством в делах других фигурантов. С нами на связи крымский адвокат Эдем Семедляев. Доброе утро, Эдем. Доброе утро. Согласны ли вы с утверждением, что получить условный срок в Крыму сейчас это практически то же самое, что получить оправдательный приговор? Ну, конечно же, согласен, учитывая то, что многие получают сроки там, я не знаю, от 7 лет до 15 лет, до 20 лет. Получить условный срок — это подобно
оправдательному приговору. И учитывая статистику российских судов, это 0,02% оправдательных приговоров. Мгм. А какие ваши действия? Будете ли вы подавать апелляцию на решение суда? Ну, к сожалению, вчера на оглашении приговора меня не было. Мы участвовали в процессе в Северо-Кавказском окружном военном суде. Поэтому позицию своего подзащитного Али Асанова я еще не знаю. Мы с ним не общались. Поэтому, я думаю, на днях мы обязательно встретимся, получим полный текст приговора. И после этого будем решать, будет ли он это обжаловать или нет. Мгм. Планируете ли вы, как заявляли некоторые активисты, доводить дело до Европейского суда по правам человека? Говорили ли вы Ну, со своим изначально, подзащитным об этом? да, изначально у нас был такой разговор, и мы планировали это делать. И всю работу, весь судебный процесс следствия строили именно с позиции нарушения прав человека в соответствии Европейской конвенции. Но для того, чтобы обратиться в Европейский суд, необходимо пройти все инстанции, и в том числе апелляционную инстанцию. Поэтому, если мы не будем подавать апелляционную инстанцию, то и обращаться в Европейский суд не будем. Поэтому, для того, чтобы знать точно, будем ли подавать в апелляцию и потом в Европейский суд, мне нужно узнать сначала позицию моего подзащитного. Какова его реакция была на этот срок? И вы ожидали ли именно такого приговора? Примерно ожидали, потому что прокурор просил 5,5 условно. Единственное, очень сильно всех насторожил тот факт, что 3 раза переносили оглашение приговора. То есть это беспрецедентный случай был, когда 3 раза, не объясняя причин, переносили вынесение приговора. С чем это связано, нам неизвестно до сих пор. И это очень сильно напрягало, потому что были случаи, когда прокурор просил условные сроки, а суд давал реальный срок. Такой случай был в отношении Ильми Умерова, когда прокурор попросил условный срок, а суд дал Поселение. реальный срок, колонии поселения. Дело 26 февраля уже вошло в историю, да, это самый долгий пока крымское такое дело. Кроме того, говорилось о различных фальсификациях. Вы можете вот сейчас тезисно перечислить основные вехи этого дела, вот, которые были отличительными? Да? Вот, например, потерпевшие, так называемые потерпевшие, не появлялись ни на одном заседании. Да, действительно, очень много было процессуальных нарушений. Вот сейчас вы перечисляли все данные подсудимых и назвали все правильно. В обвинительном заключении было огромное количество ошибок, на которые мы указывали. Даже взять одно то, что эти все ребята практически были указаны как торговыми представителями. И образование у всех там было выше, и очень много таких, даже просто анкетных данных, уже было огромное количество ошибок. После того, как мы начали допрос свидетелей, мы увидели, что все допросы проводились под шаблон, то есть все показания были идентичны, использовались одни выражения. И когда люди давали показания в суде, то они кардинально различались с теми показаниями, которые они давали на предварительном следствии. Это говорит о том, что люди просто подписывали протоколы допроса, даже не читая то, что им дали правоохранительные органы. Как это происходило, мы не знаем. То ли их настолько запугали, что они не читали, то ли им так объяснили, что надо. Вот огромное количество расхождений было при судебном следствии. И, конечно же, тот факт, что сами потерпевшие, которые должны были приходить на каждое заседание и отстаивать ту позицию, что и помогать, так сказать, прокурору, что действительно они пострадали от рук этих ребят, они не явились ни разу на судебный процесс и не выразили свое отношение к этому обвинению, к этому уголовному делу. Я считаю, что и думаю, что они в какой-то момент поняли,
что их использовали, что они дали те показания, которых на самом деле не было, и они либо побоялись, либо постеснялись прийти на судебное заседание и дать показания идентичные, которые они давали на предварительном следствии. Спасибо большое. Крымский адвокат Эдем Семедляев был на связи с нашей студией. Мы будем следить за развитием событий. И после того, как вы поговорите со своим подзащитным, дадим новость о том, будете ли вы подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека. Еще одной отличительной чертой этого дела, как я говорила, выделенного в отдельный кейс по Ахтему Чийгозу. Его, как известно, экстрадировали, освободили и запретили въезд теперь в Крым. И вот до эфира мы записали его комментарий по поводу приговора по делу 26 февраля. Давайте послушаем. Мнение. Целенаправленно был удар, делался на Меджлис, и зампредседателя Меджлиса в данном случае попал за решетку, как вот такое комплексное направление отработки Меджлиса. К сожалению, когда мы говорим об участниках процесса, следствию удалось возможность сфабриковать дело и Талмуд этот собрать 54 тома, по-моему, если я не ошибаюсь, в том числе таким подлецам, как, например, Небиев, который признал в полном объеме обвинения. Оно служило основанием для следствия двигаться дальше. Ни в коем случае это на приговор, на срок для Чийгоза или там для других фигурантов это влиять не могло. Но следствие и особенно оккупационная власть рассчитывала на то, что и других сломает. Понимаете? И вот таким образом сфабрикует против Меджлиса и зама председателя Рифата Чубарова, который был там депортирован, как организаторов этого, так сказать, массовых заворушень, дело сфабрикует. Но другие оказались стойчивы. И вот, например, Али Асанов и Мустафа Дегерменчев, они просто отказались подписывать и идти на сделку со следствием. В результате их продержали там практически 2 года. А незадолго до их измены меры пресечения на домашний арест шло телевидение. В прямом эфире по одному из каналов оккупационных властей говорил, вот такое бурное обсуждение, что Чийгоз там виновен, Меджлис виновен, а вот, например, простые люди, ребята, не должны страдать. Это было сигналом этих кукловодов для вот этих марионеток, чтобы показать, что как бы оккупационная власть, там и шестерки некоторые хлопочут перед Москвой, чтобы этих ребят не сажали. Ровно через неделю, по-моему, после этого ребят перевели на домашний арест, под домашний арест. Но вот в том-то и отличается, что истинные такие мужчины, патриоты, которые не согласились идти на сотрудничество, 2 года отсидели, а власть вынуждена была под давлением общества в Крыму, общества в Украине, международных институтов, лидеров стран, вынуждены были отпустить, вернее, изменить им меру пресечения. В результате они сегодня, спустя 3 с лишним, у них там, да, уже больше 3 лет тоже получается, получили условный, да, они на крючке, но все-таки это условное ограничение свобод. Мнение. Заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз был его комментарий по поводу приговора по делу 26 февраля. С нами на связи глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев. Доброе утро. Доброе утро. Как вы оцениваете этот приговор? Считаете ли, что это победа? Я скажу, что мы с самого начала знали, что не будет ни законности, ни справедливости в том действии, которое почему-то именует суд. А по сути вообще вчера осудили 5 человек. Осудили незаконно, осудили за то, что по сути вообще Украина должна была их приветствовать и поощрить, да, за прогосударственные позиции. И вот эти вот 5 парней выстояли, выдержали все эти испытания, вот эти более 3 лет судебные тяжбы, аресты, постоянные, там, скажем, попытки угрозы там через то, что нужно
взаимодействовать со следствием, нужно давать ложные показания. Они прошли с достоинством этот путь, и они с достоинством выслушали этот приговор. Он ни в коем случае не заслуженный. Ну, я думаю, те, кто должны понести наказание, еще будет время, и они будут наказаны. Сегодня пока, как они говорят, победители не судят. Вы вчера присутствовали на оглашении приговора. Было ли много активистов при оглашении? Какова была их реакция? Ну, смотрите, на самом оглашении присутствовать физически невозможно было. Почему? Потому что вначале первый зал туда запустили 13 человек, там были сами подсудимые, там были средства массовой информации, в основном это российские, ну и плюс несколько человек родственников. После перерыва продолжили слушание в другом, наименее, еще меньшем зале, для того, чтобы как можно меньше было слушателей, чтобы не видели, как трясутся руки и голос у судьи, который выносит заранее неправосудное решение, да? А мы стояли на улице, куча людей, друзей, знакомых, родственников, ну, хорошие, уважаемые, добрые люди. И те, кого коснулась уже вот эта, скажем, несправедливая рука кривосудья, у нас же очень много уже, скажем, незаконно арестованных, осужденных. Были просто люди, которые переживают за все происходящее, даже интересно. А почему, на ваш взгляд, для подконтрольных России крымских властей был так важен этот процесс, о чем постоянно говорилось? Ну, все эти процессы идут с одной целью. Это акция устрашения крымских татар, это акция устрашения крымчан, это попытки, скажем, запугать все население полуострова, чтобы никто не смел высказывать свою позицию, никто не смел противиться там преступным действиям тех или иных элементов. Ну, они посмотрели, у них ничего не получается. И если первоначально первые судебные процессы, которые были, и первые судебные приговоры, это было так званое дело 3 мая, да, то ну, все участники после того, как 2 месяца отсидели в СИЗО, их выпустили там под поручительство, под подписки о невыезде, а потом все более жестко и жестко стали проводить различные репрессии, в том числе и длительные сроки ареста. Это уже и по отношению к Ахтему Чигозу, Алиасану Мустафе Бегеменджи, и по отношению к другим ребятам, которых обвиняют в том, что они якобы участвуют в какой-то террористической организации. И это и попытки и похищения, и попытки вновь похищения крымско-татарских активистов. То есть все это в одном контексте, с одной целью запугать нас, чтобы мы молчали, чтобы мы беспрекословно выполняли любые преступные приказы, и чтобы мы, если не согласны с этим, покидали нашу родную землю. Вы вчера с ребятами общались, каково их настроение, планируют ли они все-таки в другие инстанции обращаться, будут ли подавать апелляцию, готовы ли идти в ЕСПЧ? Ну, они сказали, что первым делом мы хотим увидеть эти приговоры, мы хотим прочитать, посмотреть все точки и запятые, а дальше уже примем решение. Ну вот представьте, например, Мустафа Бегеменджи 3 года не может помочь дома, да, то есть теперь уже у него и отец сегодня находится в тюрьме.
мать, которая недавно похоронила свою мать, да, и вот это абсолютно никакого источника дохода, а все эти 3 года люди тратились на адвокатов, на приезд и отъезд суда, на даже элементарные там передачки и все остальное. Семья не имеет никаких других дополнительных источников дохода, а 3 года ее просто насиловали, помимо того, что так, еще и материально. Здесь, я думаю, чтобы они дальше двигались, мы должны, наверное, им консолидированно помочь в том, что у них была возможность и оплатить и работу адвокатов, и самим полноценно проживать здесь, в Крыму. Спасибо большое. Глава ЦК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев был на связи с нашей студией. А вот по мнению аналитика крымской правозащитной группы Александра Седова, у дела 26 февраля много перспектив для обращения в Европейский суд по правам человека. Ну, что касается перспективы ЕСПЧ, то можно сказать, что перспективы очень большие, поскольку в данном деле нарушено достаточно большое количество статей Европейской конвенции по правам человека. Людей приговорили по факту, когда события, которые происходили до оккупации, то есть в данном случае это явно нонсенс даже с точки зрения российского права. А как минимум 2 фигуранта, это Мустафа Дагимиджи и Али Асанов, они находились сначала в СИЗО более 2 лет, почти 3 года, потом они еще находились под домашним арестом без права покидать свой дом, то есть тоже были лишены свободы. И после этого им выносятся приговоры, получается, что их все эти годы лишали свободы незаконно. Аналитик крымской правозащитной группы Александр Седов. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии. Микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о приговоре по делу 26 февраля. Вчера 5 фигурантов получила условные сроки. А с нами на связи советский диссидент, российский правозащитник, журналист и общественный деятель Александр Подробинок. Доброе утро. Доброе утро. Как вы считаете, для чего нужен был этот процесс и этот суд? Ну, этот суд необходим для российской власти для того, чтобы закрепить свое положение в Крыму и показать всем, особенно крымским татарам, кто в доме хозяин и что может быть с людьми, которые не уважают этот репрессивный режим. То есть можно показать, что власть способна нарушить любой закон, любые фундаментальные нормы права для того, чтобы утвердить свою политическую сущность на полуострове. А считаете ли вы условные сроки действительно победой, как говорят многие фигуранты? Ни в коем случае. Я никак не считаю этой победой. И условный срок – это, конечно, не самое тяжелое наказание, которое могла российская Фемида применить. Но проблема в том, что в данном процессе российское правосудие вынесло приговор самому себе, потому что она использовала нормы права, которые давно вышли из употребления. Ну, вы понимаете, судить людей по законам, которых в то время не существовало, это возврат к варварским обычаям. И такие были в Советском Союзе, когда людей судили задним числом по статьям, которых не существовало, или давали наказание, которое не существовало в момент совершения деяния. Но вот мы сейчас возвращаемся вот к такой же ситуации. Это большой удар для российского права. По существу оно выводит Россию из ряда цивилизованных правовых стран. Считаете ли вы, что у фигурантов дела есть перспективы в Европейском суде по правам человека? Вы знаете, конечно, есть надежда и, да, в общем, даже уверенность, что они выиграют это дело в Европейском суде, но только это не означает ничего ни существенного ни для их судьбы, ни для российского права. Ну, им в лучшем случае заплатят какую-то компенсацию через сколько-то лет, когда они это дело выиграют. Но это никак не меняет ни политической, ни правовой ситуации. Ни в отношении этих ребят, ни в отношении российской политической системы. Следили вы за процессом? Знаете ли вы сторону крымской власти, почему на скамье подсудимых оказались только крымские татары? Ну, крымские татары, я бы сказал так, это целевая группа
российской репрессивной системы. Это вот такая группа, которой дали отмашку. Вот этих людей можно сажать по любым поводам, по любым обвинениям, по недоказанным обвинениям. Ну и, конечно, репрессивные органы этим пользуются, этой политической установкой. Надо сказать, крымские татары не единственная такая группа, которые подвергаются вот такой массивной репрессивной обработке. Это и есть религиозные объединения, Хизбут Тахрир, и это свидетели Иеговы в России, и некоторые группы, которых вот власть говорит, вы можете, своим репрессивным органам говорит, вы можете их сажать по любому поводу, по любому обвинению, и это будет хорошо, вы будете делать свою карьеру, получать звездочки и так далее. В общем, это жизнь авторитарного государства. И насколько эффективна вот эта репрессивная машина, запущенная в Крыму, на ваш взгляд? Удалось ли добиться, чего хотели, запугать, например, крымских татар? Я думаю, что в какой-то мере удалось. Я не думаю, что удалось запугать всех, потому что так не бывает. Когда применяются такие репрессивные меры, то одни люди уходят в тень, а другие, наоборот, поднимаются на борьбу, на противостояние. Что здесь будет больше, покажет время. Я не думаю, что крымских татар можно сломить таким образом, потому что опыт показывает, советский опыт советского сопротивления в Советском Союзе показывает, что с крымскими татарами таким образом воевать бесполезно. Спасибо большое. Спасибо. Советский диссидент, российский правозащитник, журналист и общественный деятель Александр Подробинок был на связи с нашей студией. В эфире радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами и следите за нашими событиями в Твиттере и на сайте Крым Реалии.